Дождь хлестал меня по лицу наотмашь, смешиваясь со слезами и той липкой жирной глиной, что покрывала меня от кирзовых сапог до седой макушки, пока ветер выл в распадке, словно раненый зверь. Я сорвал голос, выкрикивая имя единственного друга в грочущую черноту, и уже готов был рухнуть на колени от бессилия, когда сквозь раскаты грома пробился тонкий, захлебывающийся, но отчаянный лай щенка, которого я не хотел спасать. Я кубарем покатился по скользкому склону, сдирая ногти о камни, ведомый лишь этим слабым звуком, что стал моей последней надеждой в этом проклятом, богом забытом краю. А началось все 3 дня назад. Или нет? На самом деле началось это гораздо раньше. Здесь, в предгорьях, где тайга медленно спускается в степь, ветер имеет свой голос. В мае он обычно сухой, колючий, несущий с собой мелкую лесовую пыль, которая забивается в поры, скрипит на зубах и проникает в каждый угол, как бы плотно ты ни конопатил окна. Вот уже 3 года я просыпаюсь один на этой широкой железной кровати с панцирной сеткой. 3 года, как правая сторона матраса перестала проминаться. Надя ушла от меня в мартовский вторник, тихо, буднично, страшно. Инсульт ударил ее прямо у печи, когда она пробовала на соль щи. Я нашел ее, когда вернулся с обхода изгороди. Огонь в печи прогорел, щи выкипели, оставив на чугунке черную корку и тяжелый запах гари, который мне чудился в доме еще полгода. А Надя лежала на полу, маленькая, словно усохшая, и тишина, поселившаяся в доме в тот миг, больше никогда отсюда не уходила. После похорон хутор Кедровая Падь остался прежним. Скотина требовала еды, забор гнил, солнце вставало над сопками и падало за лес. А я изменился. Стал похож на старый пень, покрытый мхом. Снаружи жесткий, внутри трухлявый. Я разучился говорить. Бывали дни, когда я с утра до ночи не размыкал губ, даже чтобы выругаться, когда молоток попадал по пальцу. А с кем говорить? С иконой в красном углу? С портретом Нади в черной рамке? В то утро я, как обычно, с трудом оторвал спину от простыни. 62 года. Возраст вроде и не дряхлый, но суставы крутило так, будто в них насыпали битого стекла. Я спустил ноги на холодный дощатый пол, долго сидел, глядя на свои узловатые пальцы. Потом поплелся на кухню. Растопил буржуйку, ночи стояли стылые. Чайник зашипел, плюясь кипятком. Я заварил чефир. Крепкий, черный, густой, как дёготь. Пил я его стоя, прислонившись лбом к холодному стеклу окна. Снаружи мир только просыпался. Небо было серым, тяжелым, как старая шинель. Но по кромке леса уже ползла бледно-розовая полоса рассвета. Я натянул ватник, сунул ноги в разношенные сапоги, надел старую кепку, пропитанную запахом пота и махорки, и вышел на крыльцо. Тишина обняла меня, как старая знакомая. До ближайшего жилья, села Заречного, 18 верст по разбитому грейдеру, который в распутицу превращается в непролазное месиво. У меня тут свое государство. 2 десятка овец, куры, да огород, который я сажал больше по привычке. И у меня был Орлик. Орлик. Мой конь. Гнедой мерин. Крепкий, с лоснящейся шкурой и белой отметиной во лбу, похожей на летящую птицу. 8 лет ему, самый расцвет силы. Он был не просто скотиной. Он был моими ногами, моей спиной, моим собеседником. Без него я в тайге, как без рук. Обход территории, поездка за дровами, перегон овец на дальние пастбища — все на нем. УАЗик мой, старая буханка, больше стояла на чурбаках, ожидая запчастей, чем ездила. Орлик же не ломался, не требовал бензина, он просто был рядом. Теплый, большой, живой.
Я пошел к конюшне, добротному срубу, который ставил еще мой отец. Дверь обычно скрипела протяжно, жалобно, приветствуя меня, но сегодня... Я остановился, не доходя 10 шагов. Что-то было не так. В воздухе висело странное звенящее напряжение. Дверь конюшни была распахнута настежь. Тяжелая створка лениво покачивалась на ветру, ударяясь о косяк с глухим деревянным стуком. Сердце пропустило удар, а потом заколотилось где-то в горле. «Орлик!» — позвал я. Голос вышел хриплым, спросонья чужим. «Эй, баловник! Ты где?» Обычно в ответ я слышал негромкое фырканье и перестук копыт по деревянному настилу. Он всегда знал, когда я иду, чуял запах табака и хлеба, которые я нес ему в кармане. Но сегодня ответом была пустота. Я бросился вперед, забыв про больные колени. Влетел в полумрак конюшни, пахнущий сеном, дегтем и овсом. Пусто. Денник был пуст. В кормушке лежало нетронутое с вечера сено. Недоуздок, висевший на гвозде, исчез. Я провел рукой по перегородке, словно надеясь, что конь стал невидимым, но пальцы нащупали только шершавое дерево. «Орлик», — прошептал я, и ноги у меня подогнулись. Я осел прямо на пол, в сухую солому. Как? Как это могло случиться? Я закрыл глаза, пытаясь восстановить в памяти вчерашний вечер. Вот я завожу его после водопоя, вот насыпаю овес. Вот треплю по холке, говорю. Отдыхай, брат. Вот выхожу, накидываю щеколду. Накинул ли я щеколду? Холодный пот проступил на спине. Господи, неужели я забыл? Старый дурак. Безмозглый идиот. Неужели я просто притворил дверь, не задвинув засов? Ветер ночью был сильный, мог расшатать, открыть. А орлик... Лошади, они ведь пугливые, несмотря на силу. Хрустнет ветка, пробежит ласка, и он мог шарахнуться в темноту, в лес, в ночь. Или еще хуже. Люди. Лихие люди. В последнее время по району ходили слухи, что конокрады снова объявились. Режут замки и уводят скот на мясо или продажу в соседний регион. Я выскочил из конюшни, как ошпаренный, оглядел двор. Земля была сухой, следы на ней читались плохо, но у ворот я увидел сбитый дерн. Свежий. Следы копыт уходили в сторону леса к старому тракту. Вина, тяжелая и черная, навалилась на меня бетонной плитой. Это было то же самое чувство, что и 3 года назад. Чувство, что я не уберег. Проглядел. Не досмотрел. Тогда Надю, теперь Орлика. Все, к чему прикипало мое сердце, утекало сквозь пальцы, как песок. Я побежал к дому, хватая ртом воздух. Руки тряслись так, что я не сразу попал ключом в замок зажигания буханки. Машина чихнула, кашлянула сизым дымом и заглохла. «Да чтоб тебя!» — заорал я, ударив кулаком по рулю. Боль прострелила руку, но мне было плевать. Машина не заводилась. Аккумулятор сдох окончательно. Я ведь собирался его зарядить еще на прошлой неделе. Но забыл. Забыл. Все забыл. Старый маразматик. Я выскочил из кабины. Придется пешком. Нельзя терять время. Если он ушел сам, он может быть где угодно. В Волчьем лагу, на дальних покосах у реки. Если его увели... Об этом я старался не думать, иначе можно было сразу лезть в петлю. Я схватил уздечку, моток веревки, сунул в карман ломоть хлеба, вдруг придется приманивать, и шагнул за ворота. Солнце уже поднялось над сопками, заливая мир безжалостным равнодушным светом. Я шел, глядя под ноги, пытаясь разобрать следы на каменистой тропе. Вот тут отпечаток подкова. Вроде его. А может, старый? Нет, края четкие. Он пошел к ручью. «Орлик!» — закричал я, сложив ладони рупором. «Орлик, сынок! Ко мне!»
Эхо подхватило мой крик, покатало его по склонам и швырнуло обратно, искаженным и жалким. Тайга молчала. Кедры стояли неподвижно, как стражи, хранящие свои тайны. Я шел час, другой, продирался сквозь кустарник, царапал лицо ветками. Вышел к ручью — никого. Следы потерялись на гальке. Куда он мог свернуть? Вверх к скалам? Или вниз, в долину? Страх рос во мне, заполняя пустоту в груди ледяной жижей. Без коня я здесь никто. Без коня я мертвец. Хозяйство развалится. Зимой я просто не смогу выжить. Но дело было даже не в выживании. Дело было в том, что Орлик был единственным живым существом, которое смотрело на меня с пониманием, которое дышало теплом в мои замерзшие ладони. К обеду я дошел до развилки у старой лесопилки. Ноги гудели, сердце колотилось где-то в висках. Я сел на поваленный ствол, достал флягу с водой. Руки дрожали так, что я расплескал воду на грудь. Взгляд упал на пыльную дорогу. Пусто. Ни следа, ни звука. Только ворон каркнул где-то высоко в небе, словно насмехаясь. «Где же ты?» — прошептал я, чувствуя, как к горлу подступает ком. «Куда же тебя понесло, дуралея?» Я вспомнил, как впервые привел его на двор. Надя тогда еще была жива. Она вышла на крыльцо, вытирая руки о передник, увидела жеребенка и улыбнулась. Так светло, как умела только она. «Красавец какой, Вася!» — сказала она. «Как назовем?» «Орликом будет», — буркнул я тогда, скрывая гордость. «Видишь, как голову держит?» Гордо. Теперь нет ни Нади, ни гордости. Есть только я, старый дурак, потерявший последнее. Я поднялся, кряхтя. Надо идти к Кузьмичу. Он живет за 5 верст отсюда, у Брода. Может, он видел. Может, Орлик побрел к его кобыле? Надежда, слабая и призрачная, заставила меня переставлять ноги. Я шел и молился. Не так, как в церкви, правильными словами, а так, как умеют только отчаявшиеся люди. Нутром, безмолвным воплем. «Господи, если ты есть, не забирай его. Забери, что хочешь, только не его. Не оставляй меня совсем одного». На небо над Сибирью высоко, и, кажется, до Бога отсюда не докричаться. Дорога к заимке Кузьмича петляла змеей меж вековых лиственниц, то ныряя в сырые, пахнущие прелой хвоей низины, то взбираясь на каменистые гривы, продуваемые всеми ветрами. 5 верст. Для городского человека прогулка, для таежника на коне — полчаса рысью. А для старика с больными ногами, чье сердце отяжелело от страха, это был путь на Голгофу. Лес жил своей жизнью, равнодушный к моей беде. Где-то в верхушках кедров пересвистывались кедровки, трещали, будто сухие ветки ломали. Бурундук, полосатый наглец, выскочил на тропу, встал столбиком, сверкнул бусинками глаз и тут же юркнул в валежник. Все они были дома. У каждого была нора, дупло, гнездо, а мой Орлик был где-то там, в неизвестности, без защиты, без крова. Я шел, опираясь на сучковатую палку, которую подобрал у ручья. Сапоги, хоть и разношенные, начали натирать пятки. Но физическая боль была даже кстати. Она немного заглушала ту, что скреблась внутри, под ребрами. Старый дурак. Бубнил я себе под нос, сбивая палкой головки еще не распустившегося иван-чая. Замок пожалел новый купить. Щеколду поленился салом смазать, чтоб туже ходила. Вот и получай теперь. Ходи, ищи ветра в поле. Я вспоминал прошлую зиму. Как мы с Орликом пробивались через сугробы к дальнему стогу сена. Снег по грудь, мороз за 30, ресницы инеем схватываются. А он прет, как ледокол, пар из ноздрей клубами, мышцы под кожей перекатываются. Я тогда замерз так, что пальцев не чувствовал. Упал в сани, сил нет. А он сам без команды к дому вывез. Остановился у ворот и заржал, вызывая меня из небытия. Спас ведь.
А я его... Заимка Кузьмича показалась за поворотом, когда солнце уже перевалило за полдень и начало припекать по-летнему зло. Изба его, покосившаяся, почерневшая от времени, вросла в землю по самые окна, словно гриб чага в березовый ствол. Двор зарос крапивой и лебедой, лишь узкая тропинка вела от калитки к крыльцу. На цепи у будки лениво брехнул полкан, пес такой же древний, как и его хозяин. Брехнул для порядка, даже не вставая, только хвостом по пыли шлепнул. «Здорово, служивый!» — хрипло бросил я собаке. «Хозяин-то жив?» На крыльцо выполз Кузьмич. Он был похож на лешего. Борода клочковатая, седая с желтизной от табака, глаза высветшие, водянистые, смотрят сквозь тебя. На нем была засаленная тельняшка и галифе, заправленные в обрезанные валенки, в которых он ходил и зимой, и летом. «Кого несет?» — прошамкал он, щурясь на солнце. «Петрович? Ты, что ли?» «Я, Кузьмич, я». «Чего пеший? Али техника сдохла?» «Орлик пропал», — выпалил я, подходя к крыльцу и тяжело опускаясь на ступеньку. Ноги гудели, как телеграфные столбы. Кузьмич долго молчал. Достал кисет, свернул самокрутку, послюнявил бумажку. Чиркнул спичкой о штанину. Сизый дым махорки окутал нас горьким облаком. «Пропал, говоришь?» — затянулся он. «Сам ушел? Али помог кто?» «Не знаю. Ворота открыты были. Следы к тракту. Ты не видел? Может, мимо проходил? Или ржание слышал?» Старик покачал головой. «Глухой я стал, Петрович. Самого себя с утра не слышу, пока не прокашляюсь. А видел? Нет, не видел. Ночью спал я. Собака молчала. Если б чужой шел, полкан бы голос подал. Он хоть и старый, а чужака за версту чует. Значит, не было тут никого. Моя последняя надежда, тонкая, как паутинка, оборвалась. Я знал, что Кузьмич редко врет. А если и не договаривает, то по мелочи. Если говорит, что не видел, значит, Орлик в эту сторону не пошел. А если не к Кузьмичу, то куда? В другую сторону только болото да старые вырубки, где волки зимой телят резали. «Чай будешь?» — спросил Кузьмич, видя, как я паник. «С чабрецом». «Нет, спасибо. Идти надо». «Куда пойдешь-то? Ноги вон дрожат, посиди». «Некогда сидеть, Кузьмич. День-год кормит, а у меня конь пропал. Без него мне край». Я поднялся, скрипнув коленями. Кузьмич посмотрел на меня с жалостью, от которой стало тошно. «Ты цыганом в Таловку не ходил?» — вдруг спросил он. «В Таловку? Это ж 30 верст». «Ну так конокрады нынче на машинах. Погрузили в кузов и поминай, как звали. Если украли, ищи на бойне или в районе. А если сам ушел?» Он замолчал, сплюнул табак. «Медведь, шатун, ходил тут по весне. Следы видел у ручья. Не дай бог, Петрович». Слова про медведя упали в душу холодным камнем. Я попрощался кивком и побрел обратно. Обратный путь был страшнее. Силы кончились, осталась только тупая механическая инерция. Левой, правой, вдох, выдох. Лес начал меняться. Тени удлинились, стали густыми, чернильными. Каждый пень теперь казался затаившимся зверем, каждый куст — фигурой человека. Пару раз мне чудилось ржание. Я замирал, перестав дышать, слушал до звона в ушах. Но это скрипела сосна или кричала сойка. Галлюцинации отчаяния. Мозг рисовал желаемое, издеваясь над реальностью. Один раз я даже побежал. Впереди в просвете между елями мелькнул коричневый бок. «Орлик, стой!» Я ломился через кустарник, раздирая лицо в кровь. Упал, споткнувшись о корягу, вскочил и увидел вывороченный с корнем пень, покрытый рыжей глиной. Он и правда был похож на лошадиный круп. Я стоял перед этим пнем и чувствовал, как по щекам текут слезы.
Злые мужские слезы бессилия. Я ударил пень палкой. Еще раз. И еще, пока палка не сломалась. Домой я вернулся, когда солнце уже село. Небо на западе догорало багровым, словно рана, а над хутором уже висела сизая мгла сумерек. Ворота так и стояли распахнутыми. Я не стал их закрывать, уходя. Все надеялся, что он вернется сам. Но двор был пуст. Тишина встретила меня у порога. Плотная, осязаемая. Я вошел в дом, не разуваясь. Грязь сапог ошмертами падала на чистые половики, которые Надя когда-то сама ткала. Мне было все равно. В доме пахло нежилым духом, холодной золой, старыми книгами и одиночеством. Я прошел на кухню, сел на табурет. Темнота сгущалась по углам. Включать свет не хотелось. Зачем? Чтобы осветить пустоту? Взгляд привычно скользнул к печи. Там на крючке висел фартук Нади, в цветочек. Я не стирал его 3 года. Мне казалось, что если я уткнусь в него носом, то все еще почувствую запах теста и ванили. «Ну вот, Надюша», — сказал я вслух. Мой голос прозвучал глухо, как из бочки. «Профукал я нашего орлика. Совсем старый стал твой Вася, никудышный». Тишина не ответила. Только старые ходики на стене тикали. Так, 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 так. Время уходило, отрезая ломтики жизни, как сухую колбасу. Я вспомнил тот день, когда привез Надю сюда. Молодые и глупые. Я обещал ей: заживем, Надька, дом, полная чаша будет. И ведь жили. Трудились от зари до зари, но счастливо. Детей вот только Бог не дал. То ли во мне изъян, то ли в ней. Врачи в районе только руками разводили. «Так бывает», — говорили. Мы горевали сначала, а потом привыкли. Орлик нам был вместо сына. Мы его пестовали, баловали. Надя ему гриву в косички заплетала, ленточки ввязывала на праздники. Живот свело голодным спазмом, я не ел с утра. Я встал, механически открыл холодильник. Свет лампочки резанул по глазам. На полке сиротливо стояла кастрюля с вчерашней картошкой и банка соленых огурцов. Есть перехотелось. Я достал бутылку водки, начатую еще на 9 мая. Налил полстакана. Выпил залпом, не закусывая. Огненная жидкость обожгла горло, упала в желудок, но тепла не дала. Только голова закружилась. Я не стал раздеваться. Прямо в одежде, грязный, потный, лег на кровать поверх лоскутного одеяла. За окном начинался ветер. Он стучал веткой сирени в стекло, скребся, просился внутрь. Мне казалось, что это орлик тычется мягким носом в стекло. Я вскакивал, подбегал к окну, всматривался в темноту до рези в глазах. Никого. Той ночью я понял страшную вещь. Страшнее, чем потеря имущества. Я понял, что без орлика я не просто фермер без коня. Я — обломок кораблекрушения, которого волны выкинули на необитаемый остров. И последняя шлюпка только что уплыла за горизонт. Орлик был моей связью с жизнью, с движением, с необходимостью вставать по утрам. Если я его не найду, то зачем мне вставать завтра? Я лежал и слушал, как ветер воет в печной трубе. Казалось, это сама тайга оплакивает мою судьбу. А может, она просто смеялась. Утром я решил: заведу Ниву любой ценой. Или пешком, или ползком. Но я переверну этот район вверх дном. Я поеду к черту на рога, к цыганам, к лесничему, в полицию. Я не сдамся так просто. Русские мужики не сдаются, пока дышат. Так мне отец говорил. Но когда я закрыл глаза, передо мной стояла не героическая картина поисков, а глаза орлика. Большие, влажные, с поволокой, в которых отражалось небо. И в этих глазах был немой вопрос: «Почему ты меня бросил, хозяин?» Сон пришел тяжелый, липкий.
Мне снилось, что я скачу по полю, а подо мной нет коня. Я бегу по воздуху, и ноги мои наливаются свинцом, и земля уходит из-под ног, и я падаю в черную бездну, где нет ни Нади, ни Орлика, ни Бога, только бесконечная звенящая тишина. Второй день начался не с пения петухов, а с глухого стука молотка по клеммам аккумулятора. Я проснулся еще затемно, злой, накрученный собственной бессонницей, как тугая пружина. Голова трещала после вчерашней водки. Во рту было сухо, как в пустыне Гоби, но это было неважно. Внутри меня горел холодный огонь упрямства. Нива стояла в гараже, приземистая, угрюмая, покрытая слоем пыли. Мой старый боевой товарищ. Сколько мы с ней прошли, сколько грязи вымесили. Сейчас она смотрела на меня фарами глазами сукоризны. «Забросил ты меня, Василич. Все на коне да на коне, а про железо забыл». «Ну, потерпи, родная», — шептал я, сбивая окись с контактов наждачкой. Руки тряслись. Ключ срывался, сдирая кожу на костяшках, но боли я не чувствовал. «Давай, милая. Нам сегодня далеко ехать». Я притащил зарядник, пошаманил с проводами. Пока аккумулятор набирался сил, я заставил себя поесть. Давился холодной картошкой, запивал ледяной водой из ведра. Еда была безвкусной, как опилки, но телу нужно было топливо. Часам 9 Нива ожила. Сначала лениво прокрутила коленвал, чихнула, потом взревела, выбросив облако черного дыма, и выровнялась. Затарахтела ровно, уверенно. Звук работающего мотора немного привел меня в чувство. Это был звук действия, звук борьбы. Я выгнал машину со двора, бросил в багажник лопату, трос, топор и старый бинокль. Запер дом на ключ. Впервые за 3 дня. Странное чувство — запирать пустоту от пустоты. План был такой. Сначала проверить дальние урочища. Змеиную горку и старые торфяники. Там трава сочная. Орлик любил туда забредать. Если нет, ехать в сторону Таловки, проверять версию Кузьмича про цыган. Хоть я в нее и не верил. Орлик чужим в руки не дался бы. У него характер был с норовом. Дорога к урочищам была не дорогой вовсе, а направлением. Колея, поросшая полынью, ухабы, заполненные водой. Нива скакала по кочкам, как горный козел. Меня мотало по кабине, я бился головой о крышу, плечом о дверь, но газ не сбрасывал. Вокруг расстилалась Сибирь. Бескрайняя, дикая, прекрасная и жестокая. Березовые колки сменялись темными пятнами ельников. На полях уже поднималось разнотравье. Красота такая, что сердце щемит, но сейчас эта красота казалась мне декорацией к трагедии. Я останавливался на каждой возвышенности. Глушил мотор. Вылезал на крышу машины и подолгу смотрел в бинокль. Линзы приближали мир. Делали его плоским и дрожащим от марева. Вот стадо косуль пасется у опушки. Вот лиса мышкует в поле, прыгает рыжей молнией. А коня нет. Ни гнедого пятна, ни белой звездочки. В змеиной горке я нашел следы. Сердце ухнуло вниз. Свежие кучи навоза, примятая трава. Я ползал на коленях, разглядывая отпечатки. Подкова. С шипом. У орлика были обычные, плоские. Это был не он. Скорее всего, лесник проезжал, или кто-то из деревенских искал отбившихся коров. Разочарование было таким острым, что я завыл, уткнувшись лбом в теплый капот машины. «Да где же ты?» Ближе к обеду погода испортилась. Небо, с утра бывшее голубым, затянуло свинцовыми тучами. Ветер переменился, подул с севера, принеся запах сырости и близкого дождя. Я решил срезать путь через старую лесовозную дорогу, чтобы выскочить к болотам. Это была ошибка. Самоуверенность старого шофера, я думал.
Проскочу, тут сухо должно быть. Не проскочил. В низине, где ручей подмыл гать, Нива ухнула передним мостом в жирную, чавкающую жижу. Я газанул, надеясь вырваться инерцией. Колеса взвыли, выбросив фонтаны грязи, и машина села на брюхо. Намертво. Тишина, наступившая после того, как я заглушил бесполезно ревущий мотор, была оглушительной. Я вышел. Сапоги сразу ушли в грязь по щиколотку. Обошел машину. Картина была безрадостная. Сидит крепко, мостами прилипло. Час я копался в грязи. Рубил ветки, подкладывал под колеса, работал домкратом, который все время соскальзывал в жижу. Я вымок до нитки. Начался мелкий противный дождь. Руки были в ссадинах и мазуте, лицо залепило глиной. Я толкал, рычал, проклинал все на свете. «Давай, давай, стерва!» — орал я на машину, срывая голос. Она дергалась, буксовала, воняла сжёным сцеплением, но не двигалась ни на сантиметр. В какой-то момент силы кончились. Я просто сел в грязь, прислонившись спиной к колесу. Дождь смешивался с потом, стекал за шиворот ледяными струйками. Я сидел и смотрел на тайгу. Стена леса стояла в 10 метрах, темная, непроницаемая. И вдруг мне стало страшно. По-настоящему. Не за коня, а за себя. Я один, посреди тайги. Машина застряла, связи нет, мобильный тут никогда не ловил. До дома 20 километров пешком по грязи. Мне 62 года, у меня больное сердце и артрит. Если меня тут прихватят, никто не узнает. Найдут через месяц, когда грибники пойдут, обглоданного лисами. «Дожил, Василий Петрович», — сказал я вслух. «Вот он, твой финал. Сдохнешь в луже, как шелудивый пес». Злость ушла. Осталась пустота и апатия. Хотелось просто закрыть глаза и уснуть. Пусть идет дождь, пусть приходят волки. Какая разница? Нади нет, Орлика нет. Жизнь кончилась, просто я дурак. Забыл лечь в гроб 3 года назад. Я сидел так минут 20. А потом я вспомнил глаза Нади. Не те мертвые, остекленевшие, когда я нашел ее на кухне, а живые, строгие. «Ты чего расселся, Вася?» Словно услышал я ее голос в шуме дождя. «А ну, вставай!» Ишь, барин нашелся, в грязи валяться. А скотина не кормленная, а дом? Меня словно током ударило. Стыд обжег щеки. Перед женой стыдно стало, даже перед мертвой. «Прости, Надя», — прошептал я, — «сейчас. Сейчас я встал через силу, через «не могу». Нашел длинную жерть, использовал ее как рычаг. Подкопал еще. Спустил колеса до 1 атмосферы, чтобы увеличить пятно контакта. Завел мотор, включил пониженную. Но с Богом. Машина взревела, дернулась, заскрежетала днищем по камням и поползла. Медленно, сантиметр за сантиметром, чавкая грязью, она выползла на твердое место. Я вывалился из кабины, упал на траву и засмеялся. Это был истерический, лающий смех, переходящий в кашель. Я победил. Я еще жив. Но радость была короткой. Я жив, машина на ходу, а Орлика я так и не нашел. Второй день подходил к концу. Я возвращался домой в сумерках, разбитый, грязный, как черт, и с пустым сердцем. Дом встретил меня темными окнами. Я даже свет зажигать не стал. Стянул грязную одежду, бросил в угол. Умылся ледяной водой из рукомойника, смывая с себя этот день. В зеркале на меня смотрел старик. Глубокие морщины, щетина 3-дневная, глаза запавшие, темные. В них плескался страх. Страх, что я проклят. Что я теряю все, что люблю, потому что я какой-то бракованный. Может, я в жизни нагрешил сильно? Может, это кара за что-то?
Ночь была страшнее первой. Дождь барабанил по крыше монотонно, как молоток по крышке гроба. Я лежал и слушал дом. Скрипели половицы. Казалось, кто-то ходит. Вздыхала печь. «Орлик!» — звал я в темноту. «Если ты жив, дай знак». И мне чудилось, что сквозь шум дождя я слышу далекое, еле различимое ржание. Но я знал, что это обман. Это просто ветер играет в проводах. Я заснул только под утро, провалившись в черную яму без сновидений. Завтра будет третий день, решающий. Люди говорят, Бог Троицу любит, но здесь, в тайге, у Бога свои законы. И я боялся, что третий день принесет мне не надежду, а окончательный приговор. Третий день встал над тайгой серым промозглым туманом. Он полз с болот, ватный и липкий, глушил звуки, скрадывал очертания. Мир казался нарисованным, разбавленный акварелью на мокрой бумаге. Я проснулся с ощущением тяжести в груди, будто за ночь на меня положили мешок с цементом. Надежда, которая еще теплилась вчера, затухала, превращаясь в уголек, покрытый пеплом. 3 дня. Для лошади в тайге это срок. Если волки, если яма, если конокрады. «Хватит!» — оборвал я сам себя, выплескивая остатки воды из ведра в рукомойник. Звук удара воды о металл прозвучал как выстрел. Пока не увижу своими глазами, не поверю. Жив он. Должен быть жив. Я вышел во двор. Туман висел так низко, что я едва видел забор. Нива, похожая на глиняный ком после вчерашнего, стояла, притулившись к сараю. Мыть ее не было смысла. Сегодня предстоял путь на другую сторону хребта, к заброшенным карьерам. Я ехал медленно, продираясь сквозь белую муть. Фары выхватывали из тумана мокрые стволы сосен, похожие на колонны разрушенного храма. Дорога здесь была старая, гравийная, разбитая лесовозами еще при Советском Союзе. Трясло немилосердно, но эта тряска помогала не думать. Я превратился в слух и зрение. Каждый поворот головы — рывок. Каждое темное пятно — надежда. Нет, коряга. Нет, куст. К обеду туман начал редеть, рваться клочьями, открывая низкое, неприветливое небо. Я выехал на открытое пространство, старый горельник. Мертвые черные стволы стояли, как обугленные спички, устремленные в небо. Жуткое место. Тишина здесь была мертвой. Ни птиц, ни зверя. И тут я увидел это. Сначала показалось. Тряпка валяется на дороге. Грязный комок серой ветоши посреди колеи. Я хотел объехать, не сбавляя хода, но что-то заставило меня нажать на тормоз. Инстинкт? Или то самое провидение, в которое я перестал верить? Нива скрипнула колодками и встала в паре метров от комка. Комок шевельнулся. Поднялась голова. 2 огромных уха, несоразмерных с тельцем, дрогнули. Это был щенок. 3 месяца от роду, не больше. Метис какой-то дворянской породы. Грязный до невозможности. Шерсть слиплась сосульками от глины и репьев. Ребра торчат так, что можно пересчитать, не выходя из машины. Я заглушил мотор. Вышел. Тишина навалилась сразу. Плотная, звенящая. Щенок сидел в центре дороги, прямо в колее. Он не убегал, не рычал. Он просто смотрел на меня. В его глазах, темно-карих, почти черных, не было щенячьего задора. Там была такая вселенская тоска и обреченность, что меня аж передернуло. Так смотрят старики, которые знают, что за ними уже не придут. Он дрожал. Мелкой, противной дрожью, от которой вибрировали даже кончики его лопоухих ушей. «Ты откуда тут, горе луковое?» — спросил я. Голос прозвучал громко и чужеродно. Щенок чуть склонил голову на бок, но не сдвинулся с места.
Я огляделся. Вокруг на километры ни жилья, ни души. Только горелый лес и ветер. Самого прийти сюда нереально для таких лап. Значит, привезли, выкинули. Добрые люди. Завезли подальше, чтоб не вернулся, и вышвырнули из окна машины, как окурок. «Ну и что мне с тобой делать?» — спросил я его. «У меня конь пропал, понимаешь? Друг у меня пропал. Мне не до тебя сейчас». Щенок моргнул и вдруг тихо, едва слышно пискнул. Не залаял, не заскулил, а именно пискнул, как резиновая игрушка, из которой выпустили воздух. Я стоял и смотрел на него. Внутри поднималась волна раздражения. Ну зачем? Зачем мне сейчас эта обуза? Мне самому тошно. Мне самому выть хочется. Куда я его дену? Кормить чем? Возиться с ним? Я развернулся и пошел к машине. Взялся за ручку двери. «Садись и уезжай», — говорил голос разума. «Это естественный отбор. Ты не мать Тереза. У тебя свои проблемы. Ну, сдохнет. Так тут все подыхают рано или поздно». Я открыл дверь, оглянулся. Щенок не смотрел мне вслед. Он опустил голову, уткнувшись носом в грязные лапы. Он принял свою судьбу. Он знал, что я уйду. Он был готов умереть здесь, в пыли, под колесами следующего лесовоза. И тут меня прорвало. Я вспомнил Надю, как она подбирала птиц с перебитыми крыльями, как кормила бродячих котов, которые шипели на нее. Вася, у них же души живые. Им больно так же, как нам. Нельзя мимо проходить, Вася. Если пройдешь, часть себя убьешь. Тьфу ты, пропасть! Выругался я зло, с остервенением захлопнул дверь, но не сел в кабину, а пошел обратно к щенку. Он вздрогнул, когда моя тень упала на него. Сжался в комок, ожидая удара. Я присел на корточки. Грязь захлюпала под сапогами. Протянув руку. Ладонь у меня широкая, грубая, в мозолях и мазуте. «Ну, иди сюда, бедолага, не бойся». Он не двигался. Только дрожь усилилась. «Иди, — говорю, — не обижу. Я сам, битый жизнью». Я коснулся его холки. Он был горячий, как печка. Шерсть жесткая, под ней кожа до кости. Сердечко колотилось так, что, казалось, сейчас проломит ребра и выпрыгнет мне в руку. Я осторожно подхватил его под пузо. Он оказался невесомым. Пушинка. Грязная, блохастая пушинка. Он не сопротивлялся, обмяк в моих руках. Доверчиво прижался мокрым носом к моей куртке, пахнущей бензином, и тяжело вздохнул. Этот вздох, он словно пробил броню, которой я обрастал 3 года. Что-то горячее шевельнулось в груди, там, где давно была ледяная пустыня. «Ладно», — буркнул я, стараясь, чтобы голос звучал сурово. «Поехали. Не оставлять же тебя тут волкам на закуску. Но учти, найдем хозяина, ждам с рук на руки. Мне дармоеды не нужны». Я отнес его в машину. Постелил на переднее сиденье старую ветошь, которой протирал стекла. Положил щенка. Он тут же свернулся калачиком, уткнул нос в хвост и закрыл глаза. Я сел за руль, посмотрел на него. «Тишкой будешь», — сказал я вдруг. «Тихий ты больно». Мы поехали дальше. Теперь я был не один в кабине. И странное дело, туман за окном перестал казаться таким безнадежным. Рядом сопело живое существо. Оно пахло псиной и мокрой шерстью, но этот запах был лучше, чем запах пустоты. Я продолжал искать орлика. Мы объехали карьеры, спустились к реке. Я останавливался, выходил, кричал, слушал. Тишка, теперь у него было имя, просыпался, поднимал голову, следил за мной через стекло. Он не пытался выйти. Он словно понимал. Его дело —
ждать. К вечеру мы вернулись домой. Пустые, без коня. Но я вез домой не только свою боль, но и этот комок жизни на соседнем сиденье. Занеся щенка в дом, он так ослаб, что лапы разъезжались на полу. Я первым делом налил в миску молока, теплого, не из холодильника. «На, пей, понемногу только, а то завернет кишки». Он лакал жадно, захлебываясь, разбрызгивая белые капли по полу. Я смотрел на него и чувствовал, как отпускает напряжение в плечах. Потом я нагрел воды в большом тазу, взял кусок хозяйственного мыла. «Ну, брат, банный день у нас, а то воняешь ты, как старый валенок». Тишка стоически перенес купание. Стоял в тазу, дрожал, но не вырывался. Вода стала черной с первого раза. Пришлось менять трижды. Когда я завернул его в старое махровое полотенце и начал вытирать, он вдруг лизнул меня в руку шершавым горячим языком, прямо в ладонь. Я замер. У меня перехватило дыхание. Это было первое прикосновение живого существа за 3 года, не считая Орлика. Такое простое, такое искреннее. Спасибо. Я сел на стул, прижимая к себе завернутого в полотенце щенка, и заплакал. Не так, как в лесу, от злости, а тихо, беззвучно. Слезы просто катились по щекам, смывая пыль дорог. Я плакал о Наде, о Орлике, о своей одинокой старости, о жестокости людей, бросивших этого малыша. Тишка завозился, высунул нос из полотенца и ткнулся мне в шею. «Ну все, я шмыгнул носом, вытирая лицо рукавом. Развел сырость, старый дурак. Я постелил ему старый тулуп у печки. Он тут же уснул, сытый и чистый. А я впервые за 3 дня почувствовал голод. Сварил картошки, открыл тушенку. Ел и смотрел на спящего пса. Дом изменился. В нем появился звук дыхания. Тихий, ровный. И этот звук разгонял призраков по углам. «Ничего, Тишка», — сказал я вслух. «Завтра мы его найдем. Вдвоем найдем. У него нюх-то, поди, не чита мы ему». Я лег спать странным чувством. Тревога за Орлика никуда не делась. Она жгла сердце каленым железом. Но рядом с ней появилась крохотная искорка надежды. Я больше не один против целого мира. Нас теперь 2, и мы еще повоюем. Ночью мне приснилось, что Надя стоит у калитки и улыбается. А рядом с ней Орлик и Тишка, только уже взрослый пес. И солнце светит так ярко, что больно глазам. Проснулся я от того, что кто-то скребся когтями по полу. Тишка сидел у кровати и смотрел на меня. В его взгляде уже не было той смертной тоски. Там был вопрос. «Ну что, хозяин, пора? Нас ждут великие дела». 4-й день начался иначе. Не с гнетущей тишины, от которой звенит в ушах, а с цокота маленьких коготков по крашенному полу. Тишка, освоившийся за ночь, уже инспектировал свои владения. Он смешно семенил лапами, поскальзывался на половичках и чихал, сунув нос в угол за веником, где веками копилась пыль. Я лежал и смотрел на него. В груди было странное ощущение тепла, к которому я еще не привык. Как будто кто-то растопил в остывшей печи маленький, но упрямый огонек. «Ну ты погляди, хозяин», — проворчал я, спуская ноги с кровати. «Уже и порядки наводит». Тишка, услышав мой голос, тут же подбежал. Хвост у него был куцый, как обрубок, но он умудрялся вилять им так, что виляла вся задняя часть туловища. Он ткнулся мокрым носом мне в ладонь, требуя ласки. Я почесал его за ухом. Шерсть после купания распушилась, стала мягкой, светлой, палевого цвета с темными подпалинами. «Хорош, подлиза. Идем завтракать». Мы ели вместе.
Я свою яичницу со шкварками прямо со сковороды. Он овсянку на молоке из щербатой миски. Жевали молча, по-мужски. Я смотрел, как смешно дергаются его уши, когда он глотает, и ловил себя на мысли, что впервые за 3 года не смотрю в одну точку на стене. Потом мы вышли во двор. Утро было прохладным, но ясным. Туман ушел, оставив на траве крупную, тяжелую росу, сверкающую на солнце, как рассыпанные алмазы. Воздух был таким чистым и вкусным, что его хотелось пить. Пахло мокрой землей, сосновой смолой и надеждой. «Ну что, боец?» Я открыл дверь Нивы. «Готов к подвигам?» Тишка не заставил себя ждать. Он неуклюже, срываясь, попытался запрыгнуть на высокую подножку. Я подхватил его под зад и усадил на сиденье. «Привыкай. Теперь это твое место. Штурманское». Мы выехали за ворота. Сегодня я решил проверить чертов овраг. Дурное место. Глубокая расщелина, заросшая крапивой в человеческий рост и колючим шиповником. Местные его обходили стороной. Говорили, там компас врет и леший кружит. Но орлик мог туда свалиться. Трава там сочная, манящая, а берега обрывистые, коварные. Дорога туда шла через старый горельник, где я нашел Тишку, и дальше, вглубь тайги. Я ехал и разговаривал. Впервые за долгое время слова сами лились из меня. Я говорил не сам с собой, как сумасшедший, а с Тишкой. Он сидел, внимательно слушая, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, словно понимал каждое слово. «Вот видишь ту сопку?» — указывал я рукой. «Там мы с Надей бруснику брали. Ведрами. Она варенье варила, знаешь какое? С кедровым орехом. Язык проглотишь. А орлик, он ягоду тоже любил. Прямо с куста губами срывал. Аккуратно так. Одни ягодки, листики выплевывал. Гурман, чертяка». Тишка тихо тявкнул, словно подтверждая: «Да, гурман. А вон там, у кривой березы, я волка бил 10 лет назад. Задрал овцу, сволочь. Я его 3 дня тропил. Хитрый был, матерый. Но я хитрее. Я рассказывал ему про свою жизнь. Про службу в армии на границе. Про то, как строил дом, как мечтал о сыне. Слова, запертые во мне годами, вырывались наружу, как вода из прорванной плотины. Мне становилось легче. С каждым словом камень на душе становился чуть меньше. Я выговаривал свою боль, свое одиночество этому маленькому существу, и оно принимало все без осуждения, просто своим присутствием. «Знаешь, Тишка, — сказал я, когда мы подъезжали к оврагу, — я ведь думал, что все, конец мне. Думал, лягу рядом с Надей и помру. А вот поди ж ты, живу, ищу. Может, и есть в этом смысл какой». Мы остановились у края оврага. Дальше машине хода не было, бурелом. «Вылезай, штурман, дальше пешком. Держись рядом, тут место дикие». Я взял ружье, старую двустволку на всякий случай. Тишка крутился у ног, нюхал незнакомые запахи, фыркал. Мы шли вдоль края обрыва. Я всматривался вниз, в зеленую полутьму. «Орлик!» — кричал я. «Эгегей!» Тишина. Только ветер шумит в кронах. Тишка тоже стал серьезным. Он бежал впереди, опустив нос к земле, что-то вынюхивал. Иногда останавливался, поднимал лапу, слушал. «Чуешь чего?» — спрашивал я его с надеждой. Он не отвечал. Бежал дальше. Час мы лазили по бурелому. Я и задрал куртку, нацеплял репьев. Усталость начала накатывать привычной волной. Снова ничего. Пусто. Может, зря я себя тешу надеждой. Может, он давно уже. Мы присели отдохнуть на поваленный ствол. Я достал флягу, налил воды в крышку для Тишки. Он полакал, потом положил голову мне на колено и посмотрел в глаза. В его взгляде было столько преданности и какой-то взрослой мудрости, что меня пробрало. «Ты ведь тоже потеряшка, да?» — тихо спросил я,
гладя его по голове. «Тебя бросили, меня жизнь побила. Вот и встретились два одиночества». Он вздохнул и лизнул мою руку. Друг Тишка насторожился. Уши встали торчком, шерсть на загривке вздыбилась. Он вскочил, повернулся в сторону чащи, туда, где овраг переходил в болотистую низину, заросшую ивняком. «Что там?» — я схватился за ружье. «Медведь?» Тишка не зарычал. Он заскулил. Тонко, жалобно. И побежал туда, в кусты. «Тишка, стоять!» — крикнул я. «Нельзя! Нажат!» Куда там? Он не слушал. Юркнул в заросли и исчез. Я выругался и полез следом. Ветки хлестали по лицу, сапоги вязли в мху. «Тишка, ко мне!» И тут я услышал лай. Не злобный, не испуганный, а настойчивый, зовущий. «Гав! Гав-гав! Гав!» Он звал меня. Сердце заколотилось так, что в глазах потемнело. Я рванул на звук, не разбирая дороги. Ломал сухие ветки, спотыкался, падал, вставал, лай не прекращался. Он становился громче, истеричнее. Я вывалился на небольшую поляну, скрытую кольцом старых елей. Посреди поляны была яма, старый шурф, оставшийся, наверное, еще от геологов. Края обвалились, заросли травой, сразу и не заметишь. Тишка бегал вокруг ямы, лаял до хрипоты, заглядывая вниз. Я подбежал, задыхаясь. Подошел к краю, боясь поверить, боясь увидеть пустоту или труп. Взгляд упал вниз. На дне ямы, глубиной 3 метра, в грязи и жиже, стоял он. Орлик. Мой орлик. Голова опущена, бока впали, шерсть вся в глине. Но он стоял, живой. Услышав меня, он поднял голову. Тихо, слабо заржал. В его глазах не было упрека, только бесконечная усталость и радость узнавания. «Родной», — выдохнул я, падая на колени прямо в грязь. Нашелся. Живой. Слезы хлынули из глаз ручьем. Я не стыдился их. Я рыдал в голос, размазывая грязь по лицу, смеялся и плакал одновременно. Тишка подбежал ко мне, начал лизать лицо, поскуливая. Прыгал вокруг, понимая, что случилось что-то очень хорошее. «Спасибо, брат». Я схватил щенка, прижал к себе. «Спасибо тебе. Если б не ты, я бы прошел мимо. Я бы никогда не нашел эту яму. Ты спас его, Тишка. Ты спас нас всех». Орлик снизу смотрел на нас и тихо фыркал. Он ждал. Он верил, что я приду. И я пришел. Теперь оставалось самое трудное — вытащить его. Но это уже была работа. Тяжелая, мужская работа, которой я не боялся. Главное, он жив. И мы теперь банда. 3 против целого мира. И черта с два этот мир нас теперь сломает. Эйфория от находки схлынула так же быстро, как и нахлынула, уступив место холодному, расчетливому страху. Я стоял на коленях у края шурфа, вытирая грязным рукавом слезы, и смотрел вниз. Орлик был жив, это главное. Но он был на дне 3-метровой ловушки, стены которой состояли из жирной, осклизлой глины, перемешанной с камнями. «Ну, брат, угораздило же тебя», — прохрипел я. Голос дрожал. «Геолог ты мой недоделанный». Орлик тихо всхрапнул, переступил с ноги на ногу. Грязь на дне жадно чавкнула, засасывая копыта. Он был измотан. Я видел, как дрожат его бока, как низко опущена голова. 3 дня без еды, почти без воды, в сырости и страхе. У него просто не было сил на рывок. Я поднялся, отряхнул колени. Кишка крутился рядом, заглядывая в яму и возбужденно поскуливая. Ему казалось, что дело сделано. Нашли, значит, победили. Глупый маленький оптимист. Он не знал законов физики и механики, а я знал. 500 живого веса, вертикальная стена и один старик с больной спиной,
и старой машиной. «Так, экипаж, слушай мою команду», — сказал я, стараясь говорить твердо, чтобы успокоить и себя, и зверей. «Без паники. Сейчас мы будем играть в инженерные войска. Первым делом — вода». Я сбегал к Ниве, схватил канистру с остатками воды и старое брезентовое ведро, которое всегда валялось в багажнике на всякий пожарный. Привязал веревку к дужке ведра, налил воды. «Отойди, Тишка, не мешай». Я осторожно опустил ведро вниз. Орлик почуял воду сразу. Он потянулся к ведру, едва не опрокинув его носом. Я слышал, как он пьет. Жадно, большими глотками. И этот звук был для меня слаще любой музыки. «Тише, тише, не захлебнись, еще дам». Когда ведро опустело, он поднял голову и посмотрел на меня. В глазах уже не было той обреченности. Там появилась надежда. И эта надежда легла мне на плечи 100-пудовым грузом. Я не имел права его подвести. Я оценил обстановку. Вытащить его лебедкой вертикально вверх нереально. У меня нет ни специальной шлейки, чтобы обвязать корпус, ни крана. Если потяну за шею или за ноги, просто покалечу или задушу. Оставался один вариант. Самый тяжелый и долгий. Копать. Срыть одну стенку шурфа, превратив ее в пологий пандус, по которому конь сможет подняться. Я достал из багажника лопату. Обычную, штыковую, с наваренным металлом на черенке. Моя любимая копалка. Посмотрел на солнце. Оно уже клонилось к верхушкам елей. У меня было часа 3-4 до темноты. Потом работать станет опасно. «Но, Василий Петрович», — сплюнул я на ладони, вспоминая молодость и стройбат, я выбрал стенку, где грунт казался помягче, и вонзил лопату. Земля здесь была тяжелая, спрессованная веками, перевитая корнями елей, крепкими, как стальные тросы. Первый час я работал как заведенный, на чистом адреналине. Глина летела в стороны, пот заливал глаза, рубашка прилипла к спине. Тишка пытался помогать, рыл лапами землю рядом, смешно отфыркиваясь от пыли. Но потом возраст взял свое. Сердце начало колотиться перебоями, в глазах поплыли радужные круги. Спину прострелило так, что я охнул и согнулся пополам, опираясь на черенок лопаты. «Ничего, ничего», — шептал я, глотая воздух, который казался густым и горячим. «Перекур 5 минут». Я посмотрел вниз. Я срыл, может, полметра края. Этого было мало. Ничтожно мало. Орлик стоял внизу смирно, он понимал, что я делаю. Иногда он тихо гугукал, подбадривая меня. «Терпи, родной. Я тебя достану. Зубами землю грызть буду, но достану». Я снова взялся за лопату. Руки покрылись водянистыми мозолями, которые быстро лопнули, и теперь черенок скользил в крови. Боль отрезвляла. Злость на собственную немощь придавала сил. Я рубил корни топором, выворачивал камни руками, рычал, матерился на глину, на геологов, на весь белый свет. Солнце село. Тайга сразу стала угрюмой, настороженной. Проснулись комары, знаменитый сибирский гнус. Они облепили меня тучей, лезли в нос, в уши, в глаза. Я не мог отмахиваться, руки были заняты. Лицо горело от укусов, но я продолжал копать. К ночи пандус был готов. Крутой, грязный, ненадежный, но это был шанс. Теперь наступал самый ответственный момент. Я подогнал Ниву задом к краю ямы, упер ее бампером в толстую сосну, чтобы не стащило вниз. Размотал трос лебедки. «Тишка», — сказал я псу, который сидел на куче вырытой земли и дрожал от холода и напряжения. «Сиди здесь и молись своим собачьим богам». Я взял конец троса и начал спускаться в яму по свежевырытому склону. Ноги скользили. Я пару раз чуть не навернулся прямо под копыта коню. Внизу пахло сыростью,
конским потом и страхом. Я подошел к Орлику. «Ну, здравствуй, бродяга!» Я обнял его за шею, прижался щекой к жесткой гриве. Он уткнулся мне в плечо, выдохнул горячим воздухом. Он дрожал всем телом. «Тихо, тихо, сейчас поработаем». Я надел на него недоуздок, который прихватил с собой. Трос лебедки зацепил за прочное кольцо на недоустке, но не для того, чтобы тащить волоком, а чтобы страховать и задавать направление. Основную работу он должен был сделать сам. «Значит так», — объяснил я ему, гладя по шее. «Я сейчас полезу наверх, заведу машину, трос натянется, ты не бойся. Как почувствуешь натяг, иди, рви когти, понял? Вперед и вверх». Я выбрался наверх. Каждый шаг давался с трудом. Ноги гудели, как чугунные. Сел в машину, завел мотор, включил фары. Свет прорезал темноту, осветив край ямы и черный провал леса за ним. Кишка залаял, чувствуя кульминацию. «Господи, помоги», — прошептал я и включил лебедку. Трос натянулся, зазвенел струной. Нива крякнула, осела на рессорах. Я высунулся в окно. «Орлик! Пошел! Давай, родимый!» Снизу донесся скрежет копыт о камни, тяжелое сопение и всхрап. Трос дергался, лебедка выла, наматывая сантиметры. «Давай, давай!» В свете фар показалась голова коня. Глаза выпучены, ноздри раздуты. Он карабкался по скользкой глине, падал на колени, вставал, снова рвался вверх. «Тяни, милая, тяни!» — орал я машине, давя на газ, помогая лебедке оборотами. В какой-то момент Орлик поскользнулся. Задние ноги ушли в жижу, он начал сползать обратно, увлекая за собой трос. Машину дернуло назад, сосна заскрипела. Сердце у меня оборвалось. Если сейчас сорвется, переломает ноги. «Орлик, нет! Вставай! Вперед!» Тишка подбежал к самому краю, лаял прямо в морду коню, словно ругался на него. «Не смей падать! Ползи!» И Орлик услышал. Или понял, что это его последний шанс. Он собрал последние силы, дико заржал и рванул вверх. Удар копыт о твердую землю, рывок. И вот он уже наверху. Весь в глине, дрожащий, взмыленный, но он стоит на твердой земле. Я заглушил мотор, вывалился из машины. Ноги не держали, я просто упал на траву. Орлик стоял, широко расставив ноги, опустив голову почти до земли и тяжело, со свистом дышал. От него валил пар. Тишка прыгал вокруг него, лизал его нос, грязные ноги, повизгивая от восторга. Я лежал, смотрел на звезды, которые проглядывали сквозь ветви, и чувствовал, как по лицу текут слезы. Опять. Да что ж я стал такой плаксивый на старости лет? Но это были слезы счастья. Абсолютного, чистого счастья, которого я не испытывал уже очень давно. Мы сделали это. Мы победили смерть. «Живой», — прошептал я. «Все живы». Я поднялся, подошел к коню. Снял трос. Осмотрел ноги при свете фар. Ссадины, ушибы, содранная кожа, но кости целы. Жить будет. «Ну что, мужики», — сказал я, обнимая одной рукой шею коня, а другой прижимая к себе мокрого от росы щенка. «Поехали домой. Баньку истопим, каши наварю. Заживем теперь». Дорога домой была медленной. Орлик не мог идти быстро. Он хромал на левую переднюю. Я не стал его привязывать к машине. Знал, что не убежит. Я ехал на первой передаче, едва касаясь педали газа, а он брел сзади в свете красных габаритных огней. Тишка сидел на пассажирском сиденье и, не мигая, смотрел назад в заднее стекло, проверяя, не отстал ли наш большой друг.
Мы вернулись на хутор уже глубокой ночью. Луна заливала двор призрачным светом. Ворота я теперь закрыл, на засов, и еще на проволоку замотал. Завел Орлика в конюшню, вытер его жгутом из соломы, накрыл старой попоной. Насыпал овса, немного, горсточку, чтобы желудок не встал, и дал сена. «Спи», — сказал я ему, — «ты дома». Потом мы с Тишкой пошли в избу. Той ночью я спал как убитый, без снов, без тревог. Надя мне не снилась, но я знал, что она где-то рядом и улыбается. Справа на кровати сопел Тишка. Я разрешил ему лечь в ноги. А за стеной в конюшне мирно хрустел сеном Орлик. Дом снова был полон. Следующие дни слились в череду забот, но это были приятные заботы. Заботы живого человека, а не тени. Я лечил Орлика, делал примочки из трав на сбитые ноги, мазал ссадины дегтем от мух. Он стоял смирно, доверчиво положив тяжелую голову мне на плечо, пока я возился с его ранами. Он похудел страшно. Ребра можно было использовать как стиральную доску. Но аппетит у него был зверский. Жизнь возвращалась в него с каждым пучком съеденного клевера. Тишка стал неотъемлемой частью нашего маленького отряда. Он считал Орлика своей личной собственностью и ответственностью. Стоило коню выйти в загон, как щенок тут же занимал пост на крыльце или на заборе, бдительно сканируя горизонт, не идут ли снова беды. Между ними завязалась странная, трогательная дружба. Орлик осторожно переступал ногами, когда мелочь пузатая крутилась у его копыт, и позволял Тишке спать в кормушке, когда тот уставал от бдения. А Тишка вылизывал коню нос и гонял от него назойливых слепней. Я смотрел на них, сидя вечером на крыльце с кружкой чая, и думал о том, как причудливо тасуется колода судьбы. Потерять все, чтобы найти что-то новое. Пройти через ад отчаяния, чтобы заново научиться ценить простые вещи. Стук копыт, лай собаки, тепло утреннего солнца. Кузьмич приехал через неделю. На своем древнем мотоцикле «Урал» с коляской. Привез мешок картошки и банку меда. «Ну», — сказал он, глядя, как Орлик пасется на лугу, а Тишка пытается поймать его хвост. «Нашел, значит?» «Нашел», — кивнул я. Вернее, не я нашел. Вон, спасатель. Я кивнул на щенка. Кузьмич пожевал губами, глядя на Тишку. «Ишь ты, мал клоп да вонюч, в смысле, полезен. А я думал, сгинул конь. Место-то у нас гиблые». «Гиблые», — согласился я. «Но мы, Кузьмич, живучие». Он посмотрел на меня внимательно, прищурив выцветший глаз. «А ты, Петрович, изменился. Лицом посветлел. Вроде как живой стал, а то ходил как упырь, прости господи. Да, Кузьмич, живой. Оттаял я». Мы пили чай с медом, говорили о видах на урожай, о ценах на солярку. Обычный мужицкий разговор. Но теперь я не чувствовал себя изгоем. Я был частью этого мира, этого круговорота жизни. Вечером я пошел на кладбище. Оно было недалеко, на пригорке, под сенью старых берез. Могила Нади заросла травой. Я прибрался, вырвал сорняки. Положил букетик полевых цветов. Ромашки да васильки, она их любила. Сел на скамеечку. Тишка сел рядом, прижавшись боком к моей ноге. Он понимал, что здесь шуметь нельзя. «Привет, Надя», — сказал я тихо. «У нас все хорошо. Орлик поправляется. Тишка вот хулиганит, тапки грызет. Но парень толковый. Ты бы его полюбила». Ветер зашумел в листве берез, ласково, успокаивающе. «Я скучаю, Надь, сильно скучаю. Но я больше не хочу умирать. Я понял, пока я нужен им...» Я кивнул в сторону дома, где пасся Орлик. «Я должен жить. И за тебя тоже жить.
смотреть на этот мир твоими глазами. Я сидел там долго, пока солнце не коснулось горизонта. Потом встал, погладил холодный гранит памятника. «Пойдем, Тишка, домой пора». Эпилог. Прошел месяц. Июнь вступил в свои права, заливая Сибирь жарким солнцем. Тайга гудела от пчел, луга пестрели цветами. Я закончил ремонт забора. Поставил новый, крепкий, из лиственницы. Ворота теперь запирались на мощный засов и висячий замок. Ниву я отмыл, подшаманил ходовую. Она еще послужит. Однажды вечером я сидел у окна. На столе дымилась картошка с укропом, в печи потрескивали дрова, к ночи обещали грозу. Тишка спал на коврике, дергая лапой во сне. Наверное, опять кого-то спасал или догонял. Я смотрел в окно. Там, в загоне, стоял орлик. Он поднял голову, поймал мой взгляд и тихо заржал. Просто так, чтобы сказать, что он здесь. Я улыбнулся. Взял с полки старую фотографию в рамке. Мы с Надей молодые, смеемся. Я поставил фото обратно, но не в темный угол, а на подоконник, ближе к свету. Боль потери никуда не делась. Она осталась со мной, как старый шрам на колене, который ноет к непогоде. Но шрамы не мешают ходить. Шрамы напоминают нам о том, что мы выжили. Я посмотрел на свои руки. Грубые, в ссадинах и земле. Это были руки человека, у которого есть дело. Есть кого кормить, кого защищать, кого любить. Я встал, подошел к спящему щенку и накрыл его старой кофтой. «Спи, герой. Завтра рано вставать. На покос поедем». За окном громыхнуло. Первая летняя гроза. Ливень ударил по крыше, смывая пыль, наполняя бочки водой. Но этот шум меня больше не пугал. В моем доме было тепло. В моем сердце был мир. И я знал, что бы ни случилось завтра, мы справимся. Потому что мы — стая. Старик, конь и пес. И незримая, но вечная любовь, которая хранит нас с небес.